Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня был сложный день, сложная ночь. Много переговоров различных с представителями оппозиционных сил. И в рамках этих переговоров родилась идея о том, чтобы изменить законодательство и сделать так, чтобы к соглашению о передаче госдачи Пицунда были пункты о непередаче третьим лицам. Ну и соответствующие пункты, которые озвучит инициатор проекта. Уважаемые коллеги, по настоянию коллег мы решили провести сегодня внеочередное заседание сессии парламента. Введен соответствующий комитет по этим вопросам, которые были предложены в рамках переговоров власти и оппозиции. Соответственно, от оппозиционных сил были руководители, это был Адгур Амирович Ардзинбай и Кан Валерьевич Кварчия, пришли к определенному консенсусу на этот счет, и поэтому отсюда и родился этот документ с представителями исполнительной власти, обсудили, ну и, конечно же, с депутатами парламента в конечном итоге обсудили эти проекты документов, и сейчас вашему вниманию будут предлагаться соответствующие проекты. Уважаемый Лашин Абзарович, уважаемые коллеги, как было сказано выше, сегодня были проведены ряд встреч с определенными оппозиционными партиями. Обсуждался вопрос повестки дня на сессию очередную. Исходя из этого, я хотел бы озвучить определенную инициативу по законопроекту в соответствии со статьей 46 Конституции Республики Абхазия. Вношу инициативу на рассмотрение Народного собрания парламента Республики Абхазия закон Абхазии о внесении изменений в закон Республики Абхазия о международных договорах. С вашего позволения хотел бы зачитать постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия о проекте закона Республики Абхазия о внесении изменений о международных договорах Республики Абхазия. Исходя из этого, прошу внести в данную сессию закон о внесении изменений в статью 1, внести в закон Республики Абхазия от 2 ноября 2007 года о международных договорах Республики Абхазия, статью 5 дополнить частью 2 прим. 1 следующего содержания. Если ратифицированным международным договором Республики Абхазия установлены иные меры, чем те, которые предусмотрены Конституцией Республики Абхазия и конституционными законами, то применяются нормы Конституции Республики Абхазия и конституционных законов. Статью 39 дополнить частью 7 прим. 1 следующего содержания. Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия. Мы будем все озвучивать, наверное, Лашин Абзарович, а потом уже за каждый по отдельности голосовать, правильно я понимаю? По второму вопросу. Да, по второму вопросу. Рекомендации комитета есть. В заключение мы просим включить проект в сессию, неочередную, и в повестку дня заседания включить данный проект и принять его в первом чтении. В первом, но обсудим это уже, наверное, чуть позже. Если у нас будет такая возможность, будем рекомендовать, чтобы во втором и окончательном чтении тоже подошли к данному вопросу. Также прошу внести инициативу на рассмотрение Народного собрания Республики Абхазия проект о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия. Постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия также рекомендуем принять в первом чтении закон Республики Абхазия о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия. Внести в часть 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия от 13 июля 2006 года изменения, изложив часть 3 статьи 259 в следующей редакции.
иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором Республики Абхазия, настоящим кодексом и земельным законодательством. Здесь мы озвучили, что также, да, также прошу принять инициативу на рассмотрение Народного собрания парламента Республики Абхазия, постановление Народного собрания парламента Республики Абхазия о проекте Конституционного закона Республики Абхазия о мерах по реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Конституционный закон Республики Абхазия о мерах реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Статья 1. Настоящим конституционным законом устанавливает порядок реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в городе Москве 19 января 2022 года. Статья 2. Настоящим конституционным законом установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия соглашения объектов, земельных участков и участков в акватории моря, указанных в статьях 3 и 4 соглашения, а также построенные здания, строения и сооружения, указанные в статье 5 данного соглашения. Настоящим конституционным законом устанавливает запрет на передачу третьим лицам в случае прекращения данного соглашения, действия данного соглашения, земельных участков, объектов, участков в акватории моря, указанных в статьях 3, 4 и 5 данного соглашения. Статья 3. Несоблюдение сторонами соглашения статьи 2 настоящего конституционного закона влечет за собой прекращение действия закона Республики Абхазия о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Пункт 2. Денонсацию соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его исполнения, подписанного в городе Москва 19 января 2022 года. Пункт 3. Возвращение в собственность Республики Абхазия объекта, указанного в соглашении. Кто за? Кто против? Коллеги, кто за то, чтобы проголосовать за этот вопрос во втором окончательном чтении? Прошу голосовать. Кто за? Да, за. Подержите еще руку, считаю. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Вопрос прошел. Коллеги, спасибо.